Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас очередная передача «Уроки трезвости» по методу Шишко. Сегодня мы будем говорить о законах сабриологии, то есть науки о трезвости. В первую очередь хочу еще раз напомнить о том, что наша страна сейчас переживает определенные вызовы, трудности. И во всем этом, конечно, очень важно иметь здоровое население. И в своем послании Владимир Владимирович Путин 15 января 2020 года обратил внимание на демографическую ловушку. Что это значит? Значит, то, что на прошлой передаче, на уроке мы напомнили о том, что если есть прогноз, где говорится о том, что если мы против алкоголизации населения, против табакокурения, ничего не предпримем, то мы потеряем в ближайшие 40 лет 50 миллионов жителей Российской Федерации. И это действительно ловушка. И сегодня мы должны четко понимать, что мы должны делать. Первое, что мы должны обратить внимание, это на концепцию семейной и демографической политики в Республике Саха-Якутия до 2025 года. Это подписано Айсен Сергеевичем. И здесь мы видим 5 направлений, где черно по белому отмечено укрепление общественного здоровья. С чего оно состоит? Я хотел бы обратить ваше внимание. Укрепление общественного здоровья – это первая задача, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. А что же здоровый образ жизни, когда человек курит и пьет? Поэтому здесь прямо там дополнительно указано, в том числе отказ от употребления алкоголя и табака. И как раз наши передачи, общественной организации «Трезвая Якутия», благодаря поддержке национальной вещательной компании, проводим уроки, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Это вторая задача. И третья задача – снижение потребления на душу населения в литрах этанола. И здесь как раз некое есть противоречие, когда мы говорим о снижение потребления алкоголя, обязательно должна быть две стороны. С одной стороны, это ограничительные меры, и я думаю, что самое важное – это информирование населения. Поэтому эти уроки, которые мы сейчас проводим с помощью общественников наших, благодаря их труду, бескорыстной, скажем, бесплатной, есть наука сабриология, которая дает нам конкретные знания, как бороться с этим зеленым змеем, с масштабным употреблением алкоголя. Оказывается, если мы хотим снизить уровень употребления алкоголя в республике, мы должны обратить внимание на следующие задачи. Первое – это информирование населения о вреде употребления и о пользе трезвости. Тоже не надо забывать, все время говорить о вреде, а не говорить о трезвости, это тоже будет однобоко. Второе – это научное разоблачение мифов. Сегодня мы чем будем заниматься, Вы некоторые удивитесь, какие, оказывается, есть законы, мифы о пользе культурного и безопасного потребления, так называемого, Третья задача – это работа со спросом. Если нет спроса, нет предложения. Так и те, кто продают, тоже так говорят. Если бы очередь не стояла, мы бы не продавали. А есть спрос, поэтому магазинов становится каждый раз все больше и больше, И поддержка некоммерческих организаций, которые занимаются информированием, профилактикой алкоголизации населения. И как это помогает? Некоторые снижение, законодательное снижение
производства и продажи алкоголя, 85-87 год, помните, да, это так называемый Горбачевский сухой закон, хотя это не был сухой закон, тогда продавали через талоны. Как в народе любили шутить, пили и язвенники, и трезвенники. Вот студентам раздавали, всем раздавали. Это даже как-то вот... Но все равно в этот период, 2 года, снизился объем производства и продажи. И благодаря этому на территории Советского Союза тогда на 1,5 миллиона детей больше родилось. Без никаких... Просто за счет того, что убрали объем и производство алкоголя, значит, на 1,5 миллиона детей родилось больше. И это очень такая цифра такая была заметная. Историки следили за 40 лет существования СССР, там, последние 40 лет. Вот такой всплеск был очень заметен. На прошлой неделе патриарх Кирилл тоже обратил внимание на снижение употребления алкоголя среди россиян. Это и духовная, и физическая деградация народа. Поэтому здесь мы идем правильным путем. Профилактика употребления алкоголя. Значит, кроме того, мы все должны помнить каждый раз, что в начале 20 века Пироговский съезд ученых-врачей, мы же врачей всех уважаем, любим, что они заботятся о нашем здоровье. Пироговский съезд ученых-врачей, не простых врачей, а ученых-врачей в начале века говорили о том, что допустимая норма алкоголя – это 0. Поэтому сегодня мы должны возвратиться к этим понятиям и делать выводы, да, по этому вопросу. И первый закон сегодня мы рассмотрим. Это у нас закон говорит о том, что продажа алкоголя, массовое культурное употребление алкоголя – источник пьянства и алкоголизма. О чем это закон? Значит, мы все говорим о том, что вот алкоголь – это плохо, а культурно пить – это хорошо. И все успешные люди, руководители в том числе, учителя, врачи, там, употребляя алкоголь умеренно, культурно, пропагандируют в большом смысле это употребление алкоголя. И если так посмотреть объемно, то каждый алкоголик начинал в свое время тоже с какого-то праздника, с Нового года, с дня рождения. Начинал с самого слабого алкоголя, вина, пива, там, шампанского, там, вот, слабый алкоголь. И по какой-то большой причине он стал вот таким алкоголиком. И здесь мы проглядываем, что алкоголь является наркотиком, а не продуктом питания, пищей. Поэтому здесь вот закон собриологии говорит, чем больше культурно пьющих, умеренно пьющих, тем больше алкоголиков. И это закон. Его надо иметь в виду, когда мы ведем антиалкогольную профилактику, антиалкогольную борьбу, да, работу вот так. Так, второй закон у нас говорит о том, что продажа алкоголя государству насколько выгодна. Вот те, кто занимается торговлей алкоголем, всегда говорят, вот насчет нас живете, врачи получают зарплаты, учителя там и так далее, налоги. Но вот анализ поступления от акцизов, от налогов, от всего-всего-всего на продажу алкоголя приводит, наоборот, убытки всегда. Всегда. Вот есть такой экономист Советского Союза Искаков, да, он изучал эту проблему, посчитал, сколько
людей страдает после употребления алкоголя, сколько государство теряет свои экономические показатели за счет того, что лечит больных, пожар, там, ДТП, пьяные и так далее. Поэтому вот есть таблица, где мы показываем о том, что доход, полученный от акцизов, от всех налогов и так далее, выходит где-то на 10 раз больше, чем вот урон государству выходит на 10 раз больше, где-то вот так вот. И это 2006 год, 2020 год, 2021 год. И мы видим, что продавать и думать о том, что продавая алкоголь, мы укрепляем экономику нашей республики, это совсем неправильно. Это закон, как говорится, доход никогда не будет больше от урона. Поэтому вот если я как председатель Общественной палаты города Якутска хочу сказать о том, что в городе Якутске вот 2 года назад в докладе главы города была озвучена цифра 6,5 миллиардов рублей. Умножаем на 10, вот такой урон примерно получает город Якутск. И это касается всех. Или семья это, или это поселок, поселение, район. Сколько продано алкоголя, столько урона получит поселение или территориальный орган. Дальше очень интересный закон, который тоже разоблачает, да. Многие говорят, вот давайте продавать качественный, легальный алкоголь в магазинах, а то будет у вас очень много суррогатов. Вот, а закон 3 говорит о том, что изготовление и употребление алкогольных суррогатов прямо пропорционально употреблению обществом легального алкоголя. То есть, получается, чем больше магазинов легально продают алкоголь, в итоге, тем больше суррогатов люди начинают употреблять, потому что на 20 культуропитейщиков, да, один будет серьезно страдать от зависимости алкоголя. В последующем кто-то из них станет алкоголиком. Вот люди, которые околачиваются возле автовокзала и так далее, вот они же не работают, и доходов нет, и семьи нет, и работы нет. А им надо как-то вот удовлетворить вот эту вот зависимость. И поэтому они начинают употреблять все, что попало, в том числе и вот суррогаты, браги там и так далее. Вот поэтому дешевый алкоголь, который продается, да, и так далее. Вот в Иркутской области мы помним, что 2 года назад было очень сильное отравление населения, употребляя вот эти суррогаты. Так, потом идет у нас закон перехода от слабых наркотиков к более сильным. Да, вот некоторые говорят о том, что да, водку не надо пить, а вот пиво или шампанское или вино какое-то, да, по праздникам, это ничего. Но оказывается, закон сабриологии говорит о том, что у наркотиков есть такой коварный закон, истина, который говорит о том, что следующая доза будет больше, чем это. Чтобы получить такой же эффект, как сегодня, например, человек употребил сегодня 1 рюмочку. В следующий раз ему надо будет, чтобы получить такой же эффект, ложную эйфорию, да, ему надо будет употреблять 2 рюмки. Поэтому закон перехода от слабых наркотиков к более. И здесь я хочу сказать о том, что некоторые говорят, вот вы зачем там это алкоголем боретесь, вот алкоголь это еще ничего, вот сейчас наркотики сколько у нас, вчера буквально тоже я слышал, поймали женщину, которая привезла крупную партию наркотиков, и нам говорят, вот да, вот
наркотиков стало больше. А вот здесь тоже, чем больше культурно-питейщиков, чем больше алкоголя легально, так называемого качественного алкоголя продается, тем больше люди будут обращаться и к наркотикам, потому что закон перехода от слабых наркотиков к более сильным, она работает. Я всегда вот при встрече с родителями говорю, если у вас ребенок не курит и не пьет, он никогда не прикоснется к другим наркотикам. Ему нет необходимости. А как только ребенок там с малолетства там начал потихоньку баловаться, употреблять, и переход от слабых к более сильным наркотикам, она действительно работает. Это тоже есть закон сабриологии. Следующий закон у нас закон вырождения 3 поколений. Вот и мы часто приводим пример индейцев, когда говорим 15-миллионное население индейцев в свое время, да, через водку и табак практически уничтожили. Это всего лишь непродолжительное время, не вековое, а вот 3 поколений. Если дедушка пил умеренно, сын его, дочь его пьет уверенно, то 3 поколение спивается. Вот это тоже закономерность, оказывается, прослеживается. И оно, когда мы говорим, это генетически не передается, то это мы ошибаемся. Закон вырождения 3 поколений есть. И поэтому особенно малочисленные народы, вот мы севера, да, очень-очень должны сильно придерживаться трезвого, здорового образа жизни, потому что мы должны понимать, что закон вырождения поколений, вот, она действует, она никуда не исчезает. И следующий закон у нас: чем слабее и приятнее на вкус алкогольные изделия, тем его чаще и в больших количествах употребляют. Вот здесь я бы хотел напомнить, значит, вот, рекламный ход алкогольных компаний. Каждая алкогольная компания на рекламу употребления алкоголя молодежью, да, если мы говорим, когда алкоголики, они уже не нужны, они не работают, у них нет дохода, они не интересны для алкогольного бизнеса. А когда мы говорим о молодежи, вот студенты, школьники, они очень интересны. Почему? Потому что их надо привлечь потихоньку. Сейчас придумали вот энергетики. Энергетики в своем составе имеют алкоголь. Вот недавно я слышал, что в регионах начали запрещать продажу энергетиков, и правильно делают. Почему? Потому что, имея в своем составе алкоголь, энергетики приобщают и приводят уже первым признакам зависимости наша молодежь. Поэтому мы видим, что сейчас очень интенсивно продается вот энергетика во всех продуктовых магазинах. Их пока запрета нет. Я помню, мы в свое время на уровне Ильтюмен этот вопрос поднимали, но в связи с тем, что там оно приравнивается как пищевой продукт, и КМС тоже подпадал под это дело. Вот мы тоже слышали много разговоров об ИП Борисовой. Если там сахар, если там дрожжи, то это уже тоже как слабый алкоголь, поэтому они должны быть сейчас уже ограничены, как в некоторых регионах уже сейчас вводят. Поэтому чем слабее и приятнее на вкус, видите, на вкус, это для детей она должна быть и очень сладкая, хорошая, красивой упаковкой, что мы и видим. Что мы видим на полках вот энергетика. Ага. Так, не уходите, у нас еще есть продолжение. Зависимость алкоголизации страны зависит от проводимой антиалкогольной политики.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем слушать законы, закономерности. Учитывая эти законы, мы можем значительно повлиять на уровень употребления алкоголя в нашей республике. И вот 7-й закон как раз гласит о том, что зависимость алкоголизации страны, республики от проводимой антиалкогольной политики. Здесь я хочу сказать еще раз, что в нашей республике во все времена всегда понимали угрозу от алкоголизации населения. И в свое время, вот я говорил о Кулаковском даже, да, когда он организовал первое общество трезвости, мы очень серьезно чувствовали работу Михаила Ефимовича Николаева в этом направлении. С 2010 года Вячеслав Анатольевич Штыров, тоже вот здесь очень много законопроектов, законов было принято, и статистика говорит о серьезных снижениях. Егора Афанасьевича Борисова, вот сейчас тоже мы по статистике смотрим, как это повлияло на среднюю продолжительность жизни. На Дальнем Востоке у нас первые, самые лучшие показатели. Но это не расслабляет. И сегодня вот Айсен Сергеевич Николаев, вот концепция принята. И действительно, мы живем на севере, поэтому у нас должны быть более поступательные решения, более широкое оповещение населения. У нас до сих пор, например, я всегда говорю, напоминаю о том, что детей надо беречь, их трезвость в 1 классе еще есть, но статистика говорит о том, что к 11 классу уже 80% детей уже пробовали или табак, или алкоголь, слабый алкоголь, конечно. Вот, поэтому уровень употребления алкоголя зависит от проводимой антиалкогольной кампании. Вот так гласит закон номер 7. Дальше закон взаимосвязи между употреблением алкоголя родителями и умственной и генетической ослабленностью детей. Вот это очень коварный закон, но оно есть, оно работает. И я на тех уроках напомнил о том, что было исследовано Федором Григорьевичем Угловым, академиком, доктором медицинских наук, величайшим человеком, что уровень употребления зависит на появление дефективных детей. Это о чем говорит? Вот алкоголь очень сильно влияет на детородные органы. Это нас должно просто настораживать, просто мы сильно должны об этом думать и говорить нашей молодежи, вот студентам сейчас. Вот это и закон, он очень так влияет на уровень рождения дефективных детей. И тот раз я приводил цифры, когда говорил, сколько у нас инвалидов, 7,5 тысяч в республике, где-то вот это, такая цифра, и из них 1000 где-то детей. Поэтому здесь в нашей республике в связи с тем, что у нас холодный климат, это очень серьезная проблема. Также есть такой закон в науке сабриология, закон крушения цивилизаций. Я каждый раз напоминаю и привожу пример индейцев. Их было 15 миллионов, но цивилизации сейчас нет. Как это происходило? Вот закон крушения цивилизации проходит в 4 этапа. Появление вируса гибели, имеем в виду алкоголь. Достижение критической массы вируса гибели, то есть увеличение объемов продажи, употребления. Потом уже вступает в силу политическое или военное поражение, то есть либо социально-экономическое банкротство. То есть это может повлиять очень серьезно, если обретет массовое употребление, то и здоровье, интеллект народа, если будет ослабевать, то вот эта цивилизация исчезнет. Вот так говорит закон.
9-й закон забриологии. Но я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Мы должны опомниться и взять управление, контроль, управляемое состояние. Дальше 11-й закон гласит о том, что отрицательные последствия употребления алкоголя возрастают в более холодном климате по сравнению с теплыми. Ну, я тут, конечно, еще раз говорю, что мы живем в самом холодном климате мира. Поэтому употребление алкоголя всегда будет сильнее разрушать наше общество, наше здоровье. Поэтому здесь мы тоже должны обратить очень серьезное внимание. Уроки здоровья, когда мы проводим в школах, мы всегда говорим об этом, что алкоголь ни к чему хорошему не приводит. Дети все понимают прекрасно. Они говорят, вот алкоголик — это плохо, возле автовокзала ходят — это плохие люди. Но я когда говорю, что они тоже были когда-то трезвыми, когда-то они тоже встречали Новый год всего лишь одним бокалом шампанского. Вот они задумываются, как это так? Они же плохие, они слабые. Нет, это не они слабые, это алкоголь является наркотическим веществом, а не продуктом питания, как раньше все продавали вместе со всеми остальными продуктами. Вот. Дальше мы идем. Закон у нас пресса, да? Закон, вот метод пресса я говорил. Сейчас все страны, которые более-менее снизили серьезно уровень употребления населения, это вот как раз я слушал доклад патриарха Кирилла, и там он приводил пример Финляндии. В свое время Финляндия тоже вообще очень сильно пострадала от алкоголя, и были приняты колоссальные усилия по ограничению, по информированию также. Вот методом прессы, с одной стороны, вообще ограничили серьезно за город, за жилые поселения, вывели всю торговлю. И с одной стороны, это информирование населения, и это привело к определенным результатам. А 12-й закон говорит о том, что все вот эти последствия употребления алкоголя, какие последствия? Первое – это количество пьяниц и алкоголиков зависит от уровня употребления алкоголя на душу населения. Пьяная смертность зависит от уровня употребления. Пьяная заболеваемость, цирроз печени, белая горячка, панкреатит, сердечно-сосудистые заболевания тоже зависит от уровня употребления на душу населения. Пьяная преступность. Я хочу сказать, что здесь все тяжкие и особо тяжкие преступления зависят от уровня употребления алкоголя на душу населения. Вот сейчас каждый раз я на планерке города слушаю, там ДТП, тут несчастный случай. Всегда везде следы алкоголя. Тоже этот закон о том говорит, что все это работает, все это законы нам говорят, действуют. И последнее, вот количество больных новорожденных с врожденными дефектами, там олигофрения, зависит от уровня потребления алкоголя на душу населения, а не от чистоты воздуха, да, или воды. Там. Нет, это самый значительный урон делает вот уровень употребления алкоголя на душу населения в нашей республике. Так, дальше у нас я хочу сегодня в завершение нашей передачи привести закон Карла Георгиевича Башарина. Он вывел формулу закономерность, учитывая всех крупных ученых России и мира, разработал вот такой закон. Полезно будет послушать. Трезвость – это полная свобода живых существ, включая человека, от алкогольной, табачной, наркотической запрограммированности и фактических отравлений.
ясное, четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое, единственное разумное состояние живых существ, человека, семьи, народов, государств, человечества. Нарушение закона трезвости ведет к вырождению и гибели живых существ, включая человеческое сообщество. Карл Георгиевич Башарин, 2013 год. Карл Георгиевич очень много сил потратил на информирование населения. Он очень большой оратор, нас учил, получается, да, вот как вести эту работу, познакомил со всеми ведущими учеными России и мира по данной проблеме. Поэтому светлая память Карлу Георгиевичу, он как и его отец, тоже вот на защиту народа не считался ни с чем, просто от души он болел за свой народ. И вот я хочу сегодня еще показать алкогольный конвейер. Алкогольный конвейер, который показывает о том, что вот я часто слышал, и когда работал, и сейчас слышу, даже вот на очень серьезном уровне мы говорим о вытрезвителях, о профилактике пьяниц и алкоголиков, да. И здесь вот этот алкогольный конвейер говорит о том, что дети трезвая молодежь, вот, мы свою работу в основном должны направить на сохранение вот этой их трезвости. А как только человек начинает культурно, так называемо, употреблять, умеренно, по праздникам и так далее, он начинает попадать в ловушку вот этого наркотика. Поэтому постепенно становясь и пьяницей сначала, а потом уже алкоголиком. И когда он попадает в стадию алкоголиков, то он уже не нужен тем, кто продает алкоголь, производит алкоголь. Он уже не имеет денег, не имеет семьи, не имеет ничего, как говорится, и это получается жертва и последствия вот этого алкогольного конвейера. Поэтому мы сегодня направляем свои усилия именно на нашу молодежь, на детей, и в этом плане очень удобно будет работать и вести уроки трезвости в наших школах. Это было бы очень правильно, потому что человек живет убеждениями. Если ребенка убедили, что алкоголь это действительно яд и наркотик, вот у нас есть учебники, разработанные Александром Николаевичем Майоровым, начиная с 1 класса и по 11 класс у нас есть полностью разработанная тематика как по табаку, так и по алкоголю. И, конечно, некоторые говорят, вот наркотики надо профилактировать, алкоголь это еще и ерунда, говорят. Но как сегодня мы разобрали, уважаемые радиослушатели, что закон наркотических веществ от слабого к сильному. Никогда никто сразу не начинает употреблять водку взахлеб, да? А все начинают культурно, умеренно, по праздникам, с хорошей закуской, говорят. Вот. А оказывается, это все ловушка. И оно превращается на государственном уровне уже в ловушку демографическую уже сейчас. Алкоголь очень сильно влияет на демографию. Два органа, первых органа, которые поражает алкоголь, попадая в наш организм, это мозг и детородные органы. Вот, поэтому последствия от употребления мы видим. И, как я уже сказал, в городе Якутске сейчас население ежегодно увеличивается, 370 тысяч.
жителей города Якутска. Если это было 2 года назад 6,5 миллиардов рублей на приобретение алкоголя потратили наши жители, то сейчас это, наверное, еще больше. Поэтому жители всегда жалуются, и Евгений Николаевич, как мэр города, получает очень много, как говорится, жалоб от жителей, что там, где появляется алкоточка, там покоя нет. Все время пьяные драки, ругань, маты и так далее. Это все дает очень плохой пример для подрастающего поколения. Поэтому сегодня мы рассмотрели эти законы. Законы, они работают. Уважаемые радиослушатели, если вы, значит, послушали, вас что-то заинтересовало, и я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить тех слушателей, которые отозвались, были положительные в основном отзывы, и очень приятно слушать, когда делаешь какую-то пользу. Я хочу поблагодарить своих соратников. Они вот бескорыстно, именно с целью помочь своему народу, читают лекции, привлекаются, кроме своей основной работы, на общественных началах. Поэтому прошу любить и жаловать наших лекторов, послушать. Это действительно благодаря тем ученым, ведущим ученым Российской Федерации и мира, и уважая их труды, мы вот продолжаем их учение нести наше население. Поэтому очень внимательно разбирайте. Ссылка будет. По ссылке можно и своим детям дать послушать, показать, что есть, оказывается, такие законы и так далее. Я всегда слушаю, что все, буквально все говорят, вот я много не пью, я культурно, умеренно по праздникам. Оказывается, это уже нарушение закона. Закон гласит о том, что допустимой нормы нет. Вот как мы пишем в своих слайдах, допустимая норма — это 0. Поэтому, уважаемые радиослушатели, будьте здоровы, берегите себя и своих детей. Спасибо за внимание.